Архивы Национальной библиотеки Республики Коми. Кругом стеллажи, в них тысячи номеров. Самым старым из них больше сотни лет. Но мы здесь ради этих экземпляров. Республиканская газета «За Новый Север». 40-е годы. Ну что ж, давайте почитаем. Впервые о начале Великой Отечественной войны советских граждан оповестил товарищ Молотов, тогдашний министр иностранных дел. После это обращение перепечатают все без исключения газеты страны. Разместили его и на страницах «За Новый Север», выпуск от 24 июня. Вот тут-то в советской прессе и начинается она, эпоха военной поры. Одни только заголовки чего стоят. Враг будет разбит, победа будет за нами, уничтожить взбесившихся псов. С честью выполним свой долг. О вестях с фронта докладывали в сообщениях от Совинформбюро. Его основали спустя 2 дня после начала войны, 24 июня 41-го. Бюро ежедневно снабжало прессу сводками. Они стали неотъемлемой частью газет военного времени. За годы Великой Отечественной Информбюро передало больше 2500 сообщений. Рассказывали и о заграничных событиях. На последней странице каждого номера есть рубрика «За рубежом». Новости в ней формировали исключительно по географическому принципу. Например, война в Европе и Африке, военные мероприятия США, война в Китае. Враг зловещий, порой карикатурный персонаж. Корреспонденты не скупились на средства выразительности в текстах. Сам же Советский Союз предстает любимой социалистической родиной, а его граждане – свободными и трудолюбивыми людьми. Фашистская Германия внезапно напала на нас, вероломно нарушив подписанный ею пакт о ненападении. Следуя своей обычной воровской манере, фашистские разбойники, не объявляя войны, вторглись на нашу землю. Взорвавшиеся германские фашисты на собственной шкуре убедятся в мощи Красной Армии, силе и сплоченности великого советского народа. Дух публикации им пронизан патриотизмом. Впрочем, это было свойственно нашему народу во все времена. Авторы публикаций обращались к лучшим примерам героического прошлого нашей страны. И шведам отпор дали, и Наполеона разгромили. Называют имена лучших полководцев нашей страны. Невский, Кутузов, Суворов. Все это на страницах «За Новый Север». Силу слова переоценить невозможно. В годы Великой Отечественной пресса помогала мобилизовать людей на подвиг, ратный и трудовой. Лозунги и газетные строки объединяли многонациональный советский народ в единый фронт против врага. О долгожданной победе сообщили вот в таком выпуске. Здесь пометка «Экстренный». На вид больше напоминает листовку. Здесь разместили акт о военной капитуляции, ну и, конечно же, поздравления. С победой, товарищи! Во время войны «За Новый Север» выпустила сотни номеров, напечатала тысячи публикаций. Республиканская газета соответствовала требованиям советской партийной журналистики с ее народностью, идейностью, в военное время и непримиримостью к врагу. Во многом благодаря этому удалось развеять миф об устрашающей непобедимости фашистской армии. Виктория Денисова, Александр Кочкин, учебное телевидение СГУ.